Мне на уроках больше всего было интересно узнать о пророке Мухаммеде, особенно различные факты его жизни. Большинство тех, кто присоединяется к экстремистским организациям, они ничего не знают о разных религиях. Мы благодаря этой книге многое смогли узнать о них, в том числе и о исламе. Основы религии в школах Таджикистана преподают с начала этого учебного года в 9 классах. По словам специалистов, такой возраст учеников был выбран не случайно. Именно сейчас у них формируется мировоззрение, и они достаточно взрослые, чтобы серьезно воспринимать предмет. В первую очередь это связано с тем, что экстремистские группы в Сирии вербуют людей и под лозунгом джихада творят ужасные вещи. Новый предмет — ответ на пропаганду ИГИЛа, организации, запрещенной в стране. Только по официальным данным, сегодня к ней присоединились более 1000 граждан республики, и большинство из них именно молодежь. Поэтому к разработке учебника отнеслись очень серьезно. Были привлечены знатоки ислама, известные имамы и ученые-религиоведы Академии наук. Мы ученикам даем основы толерантности, добра, уважения к старшим, осознания долга перед матерью и родиной. Пособие вышло небольшое и предназначено разве только для того, чтобы дать минимальное представление ученикам об основных древних и современных религиозных учениях. Больше внимания уделено исламу, ведь около 98% населения страны мусульмане. По словам специалистов, предмет старались не перегружать информацией, а его главная цель – научить детей задумываться о своем будущем. Помимо основ религии в школах были введены еще несколько новых предметов. Семейная этика для 10 классов и основы экономики для выпускных. На уроках этики детей на простых примерах учат, как общаться с членами семьи, планировать ее и разрешать внутрисемейные конфликты. Предмет «Основы экономики» рассказывает именно об экономике Таджикистана, о торгово-экономических связях республики с другими странами. Рассказывает о программах развития, принятых в нашей стране. По словам независимых экспертов, переоценивать предмет «Основы религии» не стоит. Он рассчитан на очень дальнюю перспективу и сегодня никаких проблем решить не может. Азы религии можно преподавать в школах, а более расширенные знания должны даваться в среднеспециальных учебных заведениях и вузах республики, говорят специалисты. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.